пригласили всех обучающихся 8 классов со всех образовательных учреждений города, со всех 10 школ, но выбор пал только на избранных, на активных ребят, тех, то есть вас, кто может в среде своих сверстников продолжить то, что мы будем говорить сегодня. Сейчас у вас уникальная возможность познакомиться с выдающимися людьми нашего города. Я думаю, вы многих даже из них знаете. Со многими из них, может быть, вам приходилось встречаться, общаться. Это те люди, которые сами своей жизнью, своей деятельностью, своим трудом показывают, насколько это действительно ценно и важно вести тот самый здоровый образ жизни. Мы очень надеемся, что у вас сформируется такой стержень, который позволит вам в каких-то таких ситуациях, когда будут предлагать, может быть, ваши друзья, сверстники, попробовать что-то, вы бы уже твердо для себя решили, что нет, это не мой выбор, это мне не нужно. ЗОЖ – здоровый образ жизни. Но я бы еще букву «З» добавил сюда и назвал бы здоровый и здравый образ жизни. Здравый в плане головы. То есть образ жизни, он вообще должен быть со смыслом, с целями осознанный. Поэтому моей целью, моим смыслом всю жизнь был футбол. У каждого свой смысл, у каждого своя цель. То есть с самого детства я полюбил эту игру и все делал для того, чтобы чего-то добиться. Ну, примерно в возрасте 12-13 лет я только понял, что я хочу профессионально им заниматься. До этого я просто играл, получал удовольствие. Вот. А потом как бы я уже себе поставил цель, более осознанное такое уже время было, то есть я уже думал головой. Вот. И все для этого делал. И эта цель двигала меня во всем. То есть понятно, что у каждого в жизни есть трудности, какие-то негативные моменты и так далее. Вот. И именно цель будет вас двигать и преодолевать эти трудности. И здоровый образ жизни, здравый образ жизни, связанный, не обязательно спорт, это возможно, физкультура может быть. То есть много научных доказательств, что занимаясь физкультурой, вы просто чувствуете себя хорошо, у вас вырабатывается какой-то эндорфин, вы чувствуете счастливыми себя. В достижении ваших целей спорт, он будет помогать вам. Это как, возможно, даже средство главное, которое будет вам помогать по жизни. Вот. Даже вы сейчас учитесь, много соревнований проходит по разным видам спорта. Вы поступите в институты, дай бог, все. То есть там очень важно тоже быть, скажем так, человеком спортивным, потому что очень много сейчас внимания уделяется именно спорту, игровым видам спорта, индивидуальным каким-то видам спорта. Вот. Это будет, как сказать, ваш плюс. Ваш плюс, опять же, в достижении ваших целей. Если целей нету планов, вообще что-то сложно сделать. Человек не развивается, он стоит на месте. Ну, футбол – это командный вид спорта, и поэтому, наверное, одно из важных – это как ты живешь в коллективе. Я, возможно, благодаря футболу научился дружить, а чтобы меня отпускали, мне приходилось учиться хорошо. Я, хотя особо тоже не любил учиться, но мне приходилось все делать для того, чтобы меня учителя спокойно отпускали. В самом маленьком возрасте гены очень влияют, там 70% ген влияет. То есть, если отец, например, был футболистом, мальчик там в 4-5 лет, возможно, уже хорошо может играть. То есть от этого зависит. Я сам в 6 лет только во двор вышел играть. Я до 6 лет, мне неинтересно было. Потом я увидел какую-то игру сборной России, мне понравилось, я начал интересоваться. И вот в 7-8 лет я уже там со двора не вылазил. Опять же, чтобы мне выйти во двор поиграть, мне приходилось учиться. At first, I can introduce myself. My name is Khalid El Asali. Для начала я представлюсь. Меня зовут Халид Эль-Сали. I'm from Morocco. Он из Марокко. Somewhere far away. Okay. Откуда-то очень издалека. Okay, I came here. Well, I gotta talk about my own experience about kickboxing. Да, я бы How хотела everything рассказать. started. Я занимаюсь кикбоксингом. Before kickboxing, I started to swim at maybe 9 years or 10 years old.
And В 9-10 лет я начал заниматься плаванием для начала. but for me, it wasn't interesting. You know, I was like swimming. Swimming, it's like a human being. He should swim. It's not something special. Плавание это не что-то такое особенное. То есть я изначально умел плавать, и это обычная способность для человека. Меня это не особо привлекло. It doesn't mean swimming it's a bad sport. I want to make it clear. Swimming it's a good sport, but it's not. It wasn't for me only. You know. Да, это неплохой спорт, но мне он именно не подошел. Я просто экспериментировал. After I gave up of swimming, and I want to start something like fighting. You know. By the way, I was a kind, small kid. I have never like to fight with somebody or to have a conflict with someone. You know. Меня привлек кикбоксинг, потому что в Марокко кикбоксинг находится на очень высоком уровне развития. Примерно в каждом городе, да? Yeah, in each city you can find 7 to 10 clubs, kickboxing clubs. 8-10 клубов. Taekwondo or something like that. Fighting sports, by the way. Да, я хотела пойти на спорт не для того, чтобы драться. Я вообще был очень миролюбивым ребенком, но да, очень And I was all the time afraid to have a fight with somebody. Yeah, not afraid, but I had this idea to fight with somebody. It's something bad, to be a bad guy. У меня была такая идея, что если на меня кто-то нападет, то я не смогу отразить удар. And I discovered my friends said about kickboxing and full contact about these things, and I was asking, what is this? Is it a fighting? No, I'm against fighting. It's why I need it. В общем, Марокко тоже люди очень такие вот коллективисты, то есть они тоже получают информацию друг от друга, общаясь там от друзей. Вот он тоже решил заняться кикбоксингом, потому что все друзья как бы сказали, это отличный вид спорта, давай займемся кикбоксингом. Well, when I get maybe 16, 17 years old, I start practicing kickboxing, and it is the day that I will never forget. I enter 16-17 лет, примерно в этом возрасте, я начал заниматься кикбоксингом, и я никогда не забуду свой первый день. And I enter, open the door, and here we are, welcome to the heaven. And I want to open the door and go back. Behind me. Я открыл дверь и хотел убежать оттуда. Yeah, I said, no. First I think this girl did something fine that I can be fine with, but I discover only these monsters. Anyway, I start first day kickboxing, after 2 weeks I didn't go. Первый день я пошел, а потом на 2 недели решил, что я, наверное, не буду этим заниматься. Because it's not me, because my body was so tired and I can't. He will say to you, no, you will do it. Я решил отказаться, но мой тренер был таким настойчивым человеком, он настоял на том, чтобы я продолжил тренировки. He doesn't like the word no, like yes. Да, он не любил слово нет, он любил слово да. То есть то, что характерно для спортсменов. Преодолевая свое нежелание, свою боль, страх, да, все-таки нет, ты будешь делать это, сказал ему тренер. What kickboxing as a sport give me? То есть у любого, наверное, возникает вопрос, что именно кикбоксинг может дать человеку. В школе у нас была такая группировка из 5 человек, которые указывали всем остальным, что делать. И тогда я решила для себя, что кикбоксинг для меня это не место, где я должен научиться там, бить кого-то. Это место, где я должен научиться защищать себя, отстаивать себя и людей, которые, может быть, нуждаются в чьей-то протекции, в чьей-то защите. And I'm telling that to my students too that I have here. И я эти знания тоже передаю, транслирую тем ребятам, которые занимаются у меня, потому что это дает реально силу физическую, душевную, духовную. Это не для того, чтобы выставляться и выпендриваться. It's for to practice, as I said, you know, and to be a good, a strong person, you should practice, you should train. It's not you are sleeping, and in the morning, oh, I become a strong person. No, you should practice, you should train every day. Not every day, okay, maybe 3 days per week. Мы хотели вам сегодня рассказать о вреде курения и его последствиях. То есть курение вроде, на первый взгляд, привычка такая довольно-таки безобидная, но у нее есть смертельные последствия, о которых мы даже, наверное, не знаем и не представляем. И если мы думаем, что курение, рак легких, это у тех людей, кому за 50, то есть мы глубоко заблуждаемся. Это все на поверхности. И давайте на слайдах посмотрим статистику заболеваемости.
Вот есть цитаты прекрасные. «Всякий курящий должен знать и помнить, что он отравляет не только себя, но и других». Это о пассивном курении, то есть эта цитата говорит о том, что вам не следует находиться даже рядом с курящими людьми, потому что он травит не только себя, но и вас. Вы глупы, если до сих пор не поняли, что курение – это смерть. И действительно, что из-за курения есть очень много разных онкозаболеваний и не только. Табакокурение – это вид химической зависимости, связанный с вдыханием табачного дыма, который содержит психоактивное вещество – никотин, который вызывает привыкание. Но помимо этого содержит очень много других химических компонентов сигареты. Это угарный газ, метанол, аммиак, никотин, метан, мышьяк. Это большое количество ядов, собранных в сигарете, которые мы с сигаретой вдыхаем в себя, в свой организм. И страдает, получается, весь наш организм, не только легкие, ротовая полость. Вред организму находится, вот на слайде показано, вот гортань, трахея, да, то есть вдыхаемые, губы, рот, мозг подвержен инсультам у курящих людей, кожа и зубы, то есть лицо курильщика, оно отличается от здорового человека. Легкие, бронхи подвержены бронхитам и эмфиземам, то есть и ракам. Сердце, ишемическая болезнь. Периферическая система, пищевод, желудок. То есть никотин также слюной доходит до нашего пищевода, до нашего желудка. Поджелудочная железа, тоже развивается рак. Мочеполовая система страдает. У девочек бесплодие, выкидыши. То есть очень страдают кости и нервная система. Обусловлено курением. Почти 90% смертей происходит от рака легких, 75% от смертей хронического бронхита и 25% смертей от ишемической болезни сердца. Также есть 12 видов рака, которые происходят из-за курения. Рак полости рта, гортани, пищевода, легких, печени, поджелудочных желез, желудка, почек, кишечника, яичников, мочевого пузыря, шейки матки и рака крови. И влияние курения на внешний вид действительно очень сказывается. На первый взгляд это пожелтение зубов и ногтей, становятся ногти и волосы очень ломкие, запах изо рта, серый морщинистый вид кожи. Это неотъемлемые атрибуты курильщика. Кроме того, у курильщика нарушен обмен веществ, в результате чего им очень тяжело контролировать вес тела. В общем, вывод такой, что курение не приносит ни одного положительного фактора. И есть вот псевдомиф, кстати, о контроле веса. Очень многие люди, в частности молодые, думают, что курение позволяет контролировать вес. Это ошибка. Это вообще никак не может быть правдой. Помимо этого, курение очень сильно влияет на лицо, то есть цвет кожи становится серым, появляются темные круги под глазами, кожа становится сухой из-за недостатка питания. Курильщиков постоянно высыпание, появляется, возможно, рак кожи, потеря упругости кожи, кожа становится морщинистой и теряет свою упругость из-за нехватки влаги в организме. Появляется отвратительный желтый зубах от курения. Это никотиновые смолы, которые откладываются на внутренней поверхности зубов. И их не убрать. Они не счищаются зубной щеткой, они не убираются зубной нитью. Да, убирают стоматологи, но это все на временный и довольно-таки короткий эффект, не длительный, если продолжать курить. Но вот это 100% то, что у вас будет. От этого не убежать. Также мы видим здоровые легкие и легкие курильщика. Получается, с табачным дымом мы вдыхаем смолы, которые оседают, и со временем их, да, можно, если бросить курить, они могут легкие могут очиститься, но если снова начать, то это очень долгий процесс будет заживления обратно легких. То есть у курящего человека в легких скапливаются смолы, которые никуда не уходят, пока человек курит. Есть вероятность того, что если человек бросит курить, через несколько лет легкие будут самоочищаться, то есть если даже не будет пассивного курения. Но здоровые легкие и легкие курильщика отличаются очень сильно. То есть это просто скопление смол в легких, и которые мешают нам дышать. У этого человека постоянно обструктивные бронхиты,
он подвержен астматическим приступам, его легкие, вот есть такое еще как определение, как кашель курильщика. То есть это человек, который постоянно кашляет, и его нельзя вылечить, этот кашель. Ну вот такие вот легкие вот у соседа, который мимо ходит и курит. Курение может вызывать рак полости рта. Вот, допустим, рак нижней губы, рак десен. И это не редкость. Это довольно часто. Из-за чего? Потому что когда человек выкуривает сигарету, то есть это все химический состав сигареты, который он есть, он вдыхает в себя. То есть это все накопленное остается и на поверхности рта. То есть оно раздражает слизистые и, в общем, приводит к таким печальным последствиям. Это рак языка, тоже из-за этого же. То есть скапливается никотиновые смолы, все, весь химический состав. И по прошествию времени, если человек долго курит, то развивается и рак языка тоже. Также есть различные виды раковых заболеваний. Также самым, наверное, таким популярным это рак легких, трахеи и бронхов, почти 85%. Рак гортани 84%, рак ротовой полости, включая губы и язык 92%, рак пищевода 78%, рак поджелудочной железы 29%, рак мочевого пузыря 47% и рак почек 48%. Это наша статистика в Чувашии. Курящих ежедневно примерно 20%, курящих периодически 7%, бросивших курить 12% и не курящих 61%. То есть большинство, то есть люди все-таки за то, чтобы не курить. И есть те люди, которые на пути к тому, чтобы быть не курящими. Поэтому большинство все-таки кто за здоровый образ жизни, скорее всего, выбирает. Вот статистика здорового образа жизни, это люди, опрошенные на улице, как они считают, что на их первый взгляд ЗОЖ в себя вбирает. Вот, может, вы дополните еще статистику. 92% людей считают, что это занятие спортом. 90% считают, что ЗОЖ – это здоровый сон, отказ от курения, употребление качественной пищи, регулярные прогулки, отказ от алкоголя, регулярное питание. Вчера мы буквально затронули этот момент и посчитали. Вот в среднем мы взяли просто среднюю цену 120 рублей, умножили ее на 365. 120 рублей – это средняя стоимость пачки сигарет, которая выкуривается курящим человеком, да? Наверное, пачку в день он выкуривает. И умножили на год. У нас получилось практически 44 тысячи рублей. То есть 44 тысячи рублей за год человек может сэкономить. Также у нас в Канаше происходили различные акции. Такие акции, как поменять сигарету на конфету. Это было все в Канаше. Получается, встречали волонтеры взрослых людей, и они ломали при них сигареты свои, и им давали за это конфеты. Также происходило очень много акций, таких как Роснация. Также и взрослые принимали участие по ходьбе в Канаше. Мы за здоровый образ жизни, мы за активный образ жизни, мы за правильные мысли в голове, чтобы вас они в вашем поколении все-таки, ваш выбор был все-таки это активный спорт, правильное питание, не знаю, свежий воздух, хорошие друзья, то есть с такими же мыслями, как у вас. Одной из единственных причин рака легкого является курение. Вот. Если бы мы все с завтрашнего дня бросили курить, все мужское население и женское тоже, да, через 20 лет у нас заболеваемость раком легкого дошла бы до минимума, до нуля. То есть никто бы не знал проблему, как выявлять, что лечить и так далее. Все бы жили долго и счастливо. Если мы 30 лет тому назад состоял на учете в нашем кабинете 350-400 человек, которые жили после операции. Сегодня, на сегодняшний день, 1200 человек стоит на учете. Уже излеченные, про которых, то есть они уже или работают, и инвалидности не имеют, то есть там рак был на первой, второй стадии. Зависит в первую очередь от нас самих. Как мы, то есть избежать можно рак. Если человек, во-первых, ведет здоровый образ жизни, это и курево имеется в виду, и, значит, злоупотребление алкоголем,
ведет активный образ жизни, правильно питается, в рационе, значит, зелени должно быть много, различных овощей и фруктов. И он настроен позитивно, и он целеустремлен, занимается спортом, вот, рак его точно обойдет стороной.